Эфир абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. Парламентом Абхазии на прошлой неделе в первом чтении был принят законопроект о республиканском бюджете на 2020 год. В ходе обсуждения финансового документа у народных избранников возникло немало вопросов к некоторым статьям. В частности, депутатов интересовали причины сокращения финансирования в следующем году в области здравоохранения и социальной политики. В интервью нашей программе министр финансов Джансух Нанба дал более детализированную информацию об изменениях в республиканском бюджете 2020 года. В обсуждении законопроекта о республиканском бюджете Абхазии на 2020 год больше всего вопросов у парламентариев возникло в части общегосударственных расходов, которые в 2020 году планируется увеличить на 338 миллионов рублей. Министр финансов объяснил, с чем это связано. Наибольшую долю увеличения данного раздела занимает увеличение заработной платы, софинансирование отдельных категорий бюджетников, которое происходит у нас в рамках межправительственного соглашения с Российской Федерацией. Речь идет о том, что данные суммы предусмотрены в этом разделе до того момента, пока не будут подписаны соответствующие протоколы, определяющие направления и суммы расходования этих средств. Соответственно, далее эти суммы будут распределены по тем сферам, а именно здравоохранение, культура, образование и социальная политика, сотрудники, так скажем, которых и получат это увеличение. Причиной сокращения на 925 миллионов рублей финансирования национальной экономики, по словам Джансуха Нанба, является сокращение финансовой помощи в рамках Российской инвестиционной программы, объем которой в следующем году составит 1,5 миллиарда рублей. Дело в том, что 2019 год изначально предусматривает инвестиционную программу, которая состоит из переходящих остатков, которые остались на конец 2018 года, и той суммы, которая была запланирована на 2019 год. Именно поэтому и объясняется столь существенная разница в данном разделе. Ну и еще одной очень существенной статьей расходов в данном разделе является, так скажем, дополнительная финансовая помощь, которая была выделена в 2019 году на приобретение автобусов, специализированной техники для уборки мусора и машин скорой помощи. В процессе обсуждения проекта закона о бюджете у народных избранников было немало вопросов по поводу сокращения общегосударственных расходов в 2020 году в сфере здравоохранения и социальной политики. Джансух Нанба пояснил, почему изменились размеры финансирования в социально значимом направлении деятельности государства. Ни о каком сокращении сферы здравоохранения в целом по нашей республике не идет. Наоборот, я хотел бы отметить, что государственные целевые программы по здравоохранению в этом году уже приняты, и в общей сложности на них планируется потратить на 33 миллиона рублей больше, чем в 2019 году. Сокращение, которое мы видим по итоговым цифрам, заключается, опять же, в выпадении внешней финансовой помощи, а именно 50 миллионов рублей, которые были специально выделены в 2019 году на погашение задолженности Министерства здравоохранения, накопившейся на 1 января 2019 года. Что касается гарантированных государством социальных выплат, то в следующем году размер некоторых пособий отдельных категорий граждан не уменьшился, а наоборот возрос. Здесь тоже речь идет о том, что на 51 миллион в 2019 году в виде единоразовой, единовременной выплаты, связанной с 25-летним юбилеем победы Отечественной войны народа Абхазии, по решению правительства были осуществлены выплаты за счет внешней финансовой помощи. На 2020 год, безусловно, таких выплат уже не предусматривается, но стоит отметить, что у нас помимо увеличения объем финансирования по отдельным категориям инвалидов, в том числе сумма предусматривается на ежемесячные выплаты инвалидам первой группы Отечественной войны.
Также у нас появилась новая категория – это пособие участникам афганской войны. Все эти суммы предусмотрены и, безусловно, будут выплачены, так как это нормативно-публичные обязательства, которые имеют наивысший приоритет в расходной части бюджета. Министр финансов также отметил, что в рамках исполнения указа президента об утверждении новой структуры Кабинета министров, а также необходимости оптимизации штатной численности центральных органов госуправления, до завершения текущего года все органы должны представить свои проекты с учетом оптимизации численности штатов не менее чем на 15%. Саиджар Саля, Тамас Чиковани, Абхазское телевидение. Вечер памяти выдающегося государственного и политического деятеля Абхазии Валериана Кубахи состоялся в Абхазском институте гуманитарных исследований. В этом году Валериану Османовичу исполнилось бы 90 лет. Репортаж Алики Трапш. Яркий политик, достигший немалых успехов в государственной и общественной деятельности, Валериан Кубахи внес неоценимый вклад в становление и развитие абхазской государственности. Валериан Османович по профессии был педагогом. Около 2 лет проработал в родной Лыхнинской школе. Затем он был приглашен на комсомольскую работу. В 1953 году его назначают вторым, а затем и первым секретарем Гудаутского райкома комсомола. В 1960 году Валериана Османовича направляют на учебу в высшую партийную школу при ЦК КПСС, которую он оканчивает с отличием. В 1965 году Валериан Кубахи становится первым секретарем Абхазского обкома партии и фактически первым лицом в республике. Эту должность он занимал на протяжении 10 лет. В те годы Абхазия достигла немалых успехов в сфере экономики, образования и культуры. И интересовался всеми сторонами жизни Абхазии, просвещением, культурой, экономикой, правоохранительными органами. Я присутствовал на заседаниях бюро и сам наблюдал, как требовательно, сознанием дела он подходил к анализу деятельности этих органов. В 1975 году Валериан Кубахи был избран секретарем Президиума Верховного Совета Абхазской АССР, позднее и председателем Президиума. Он также был депутатом Верховного Совета СССР 7, 8 и 9 созывов. Этот период характеризовался подъемом национального самосознания абхазского народа и усилением его борьбы против грузинского национализма. В 1990 году, в преддверии сложных политических событий, связанных с распадом СССР, Валериан Кубахи, как глава парламента АССР, подписал декларацию о государственном суверенитете Абхазии. Эта декларация была ответом Абхазии на то, что в Грузии перед этим произошло. А произошло что? Грузия раньше всех вышла из состава СССР и вернулась к Конституции 1918 года, где об Абхазии вообще ничего не говорилось. Это была меньшевистская конституция, понимаете? И фактически мы лишались даже автономии. И вот этот первый шаг был сделан, к великому сожалению, сегодня мало кто об этом знает. И почему-то мы все время связываем это с Верховным Советом Республики Абхазия. Кстати говоря, сам термин названия Республики Абхазии именно из той декларации, которая была принята 25 августа 1990 года. Выступавшие на вечере памяти отмечали, что Валериан Кубахи всю жизнь посвятил служению своему народу. Был человеком широкой души, с обостренным чувством справедливости, настоящим патриотом. Валериан Кубахи ушел из жизни 28 августа 1992 года, так и не узнав, что Отечественная война 1992-1993 годов завершится победой абхазского народа и принесет долгожданную свободу и независимость. Алика Трапш, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. Интернет-зависимость – это дело привычки или медицинский диагноз? Согласно проведенным исследованиям, чрезмерное использование гаджетов негативно сказывается на психическом здоровье человека. И в первую очередь это касается детей. А когда речь идет о школьниках, то ко множеству побочных факторов прикладывается и плохая успеваемость. Наши корреспонденты постарались изучить проблему. Смотрите специальный репортаж Амелии Бисмарк.
детства это слово ассоциируется у меня с друзьями, дворовыми играми, веселыми поездками на природу. В моей памяти хранятся сотни красочных воспоминаний, пересказывать которые я могу с большим удовольствием и часами напролет. А смогут ли в будущем похвастаться подобным запасом детских впечатлений современные ребята? Ведь развлечения многих из них сходятся к пассивному сидению с гаджетами. Постепенно образ жизни детей становится схож с буднями пожилых людей. Их перестают привлекать активные игры, не интересует спорт и пропадает желание учиться. Дети перестали лазить по деревьям. Да? Вот просто на примере приведу. У меня во дворе общий двор. Мушмыла, она сгнила, испортилась на дереве. То есть, если в наше время они лазили по деревьям, еще зелеными срывались, сегодня им это все неинтересно. У нас были подвижные игры. Вот, просто спускаясь во двор, им не интересно те подвижные игры, которые проводили мы. Им интересно, они даже сидя рядом, они общаются через телефон. Современные дети интерпретируют реальность в виртуальное пространство. Именно в нем они создают группы по интересам, играют, а также наблюдают за жизнью знаменитостей. В Инстаграме я слежу за разными звездами мирового футбола. Захожу в соцсети, играю иногда в игры. И иногда, если я что-то не понимаю по урокам, я могу найти это в интернете. У меня есть аккаунт в Инстаграме со слаймами. И мы все, в нашем классе есть 4 человек, кажется, которые увлекаются слаймами. И вот мы вместе общаемся. У нас есть группа в WhatsApp. Игры очень интересные и мне очень нравятся. Например, Марио или там звуковые какие-то игры. Ребята довольно ясно обосновывают свой интерес к интернету. Но страдает ли кто-то из них зависимостью, могут знать лишь родители, которые наблюдают за детьми дома. Обычную привычку посещать соцсети и серьезную зависимость легко отличить, говорит психолог Илана Кортуа. Зависимость – это ровно тогда, когда человека лишают, или он сам себя лишает, и при этом испытывает очень серьезный дискомфорт. Когда ему невыносимо тяжело находиться там, где нет доступа к интернету. Если зависимость все-таки присутствует, то это серьезная проблема, которую не стоит оставлять без внимания. Степень привязанности бывает разной, соответственно, и ее последствия. В основном они сходятся к потере концентрации внимания на окружающем мире, в то время как реальное общение становится лишь формальным дополнением к виртуальности. Если это зависимость игровая, то, конечно, ребенку или подростку свойственно уходить, так скажем, вот в этот виртуальный мир, и у него, естественно, нарушаются отношения с действительностью, у него нарушаются отношения с окружением социальным, у него, в общем-то, он может быть замкнутым. Школьные учителя стараются ограничивать время использования гаджетов детьми, чтобы предупредить последствия подобного увлечения. Они утром приходят, телефоны сдают, я их прячу, и поэтому у нас тут проблемы с этим нет. Они сидят и работают на уроках. В то же время преподаватели говорят о необходимости внедрения в процесс обучения интерактива. Метод мела и доски уже не интересен современным школьникам. Хочется, конечно, чтобы были побольше в каждом классе интерактивные доски, чтобы мы могли использовать тот же интернет во время урока. То есть не только с книжкой. Книжка – это, конечно, хорошо, это нужно, но и тем интереснее урок будет, чем ты больше пользуешься тем же интернетом. То есть детям сегодня вот этот урок, который у нас проводился, он уже не так интересен. Да, они слушают на уроках, но хочется, и сами учителя тоже уже хотят уже больше преподнести. Возможности как таковой пока у нас еще нет. В век информационных технологий интернет является неотъемлемой частью жизни. Лишать ребенка тех широких возможностей, которые подразумевают его использование, не есть правильно, отмечает и психолог. Нужно регулировать время нахождения ребенка в интернет-пространстве. Нужно точно знать, что именно, потому что интернет – это очень широкое понятие, и нужно точно понимать, чем он в этом пространстве увлечен, чем он занят, и почему он этим увлечен, и почему он там столько времени хочет находиться. То есть быть очень заинтересованным
в ребенке со стороны родителей, что, в общем-то, его привлекает, что он получает и что он может получить. И какие вообще есть опасности, какие есть угрозы, связанные с использованием интернета. Также в этом вопросе важно демонстрировать правильный пример. То есть, если взрослые постоянно сидят в интернете, детей начинает волновать вполне обоснованный вопрос. А почему мне нельзя, если маме можно? У меня 2 сына, старший в 10 классе, младший в 8 классе. Конечно, не всегда контролируем так, как хотелось бы, но все равно стараемся по минимуму сидеть в телефоне. Ну, час-два как бы все равно умудряются сидеть после того, как сделаем уроки. И, естественно, суббота, воскресенье побольше. И мы их гоняем, но сами тоже недалеко от них ушли. Но в основном сериалы смотрим. Среди опрошенных школьников были и те, кто старается рационально использовать свое время и не засиживаться в интернете. Я считаю, что я держу много, 2 часа в день. Я хочу поменьше сидеть и стараюсь каждый день сидеть в нем поменьше. У меня есть специальное экранное время. В день я сижу минимум 2 часа. Я стараюсь уменьшать. Но больше всего я люблю футбол. Если я держу телефон, это только про футбол. Чтобы воспитать вдумчивую личность, необходимо уделять ребенку немало времени, обращая внимание на его интересы, в том числе и виртуальные. Современные дети уже с 2 лет умеют снимать блокировку с мобильного телефона и легко пользуются поисковиками. Значит, ранний возраст – это самое подходящее время, чтобы начать прививать культуру пользования интернетом и избежать проблем в будущем. К слову, самое серьезное из них – это цифровое слабоумие. Амелия Бисмарк, Дэвид Анкваб, Абхазское телевидение. — 28 ноября исполнилось бы 85 лет абхазской писательнице, поэтессе, переводчику, публицисту Нелли Золотинсковне-Тарба. В Сухумской 4-й средней школе имени Дмитрия Гулия прошло мероприятие, посвященное юбилею писательницы. Его посетили родные и близкие поэтессы, а также министр просвещения Абхазии Эдгур Какоба и исполняющий обязанности главы столичной администрации Канг Варчи. Подробности в следующем репортаже. Сшамдгил, сыпсадгил, сахара, сапсны, ухдзила бику, ухдзила сыпсып. Если умшхен таямтен сошло, вот умш нархаз. Нелли Золотинсковна-Тарба – народный поэт Абхазии, прозаик, драматург, публицист, член Союза писателей Абхазии, СССР и России, заслуженный работник культуры Абхазии, активная участница национально-освободительного движения абхазского народа. После окончания вуза долгие годы Нелли Тарба работала в редакции издательства «Алашара». Поэтесса также отдавала много энергии редактированию, подготовке к изданию произведений абхазских писателей, учебной литературы для школ республики. Школьники 4-й школы города Сухум подготовили интересную программу, посвященную 85-летию поэтессы. Нелли Золотинсковна-Тарба Пшилежи хупа шупса ацра язку, а литература тхулпазы, а артупха язысыпхецует. Абсентила сарастила, абсентила сапсаты. Сыжган харак, сыдгилка, самшан гудба, сышхапай. Абсентила, абсентила, абсвайтила. С 1952 года печаталась в областных газетах и журналах, литературном альманахе. В 1955 году вышел первый сборник стихов Нелли «Люблю пути дороги». В ранней лирике Тарба преобладают мотивы любви, душевных переживаний лирической героини. Затем в разное время выходили сборники «Сердце весны», «Бзыбская повесть», «Молодость и мечты» и другие. На лирическое творчество Нелли Тарба, несомненно, повлиял ее союз с известным абхазским поэтом Кумфом Ломия.
алитература аилашымҭа, аилашыра иалагылаз ракәын жәашықәсала. Иалагылаз мацара акәӡам, кәымфлами ежәибжьба шықәса инеиԥынкыланы Аԥсны ашәҟәыҩҩцәа Реидгыла аҭак зыԥхықәа маӡаныҟәгаҩыс дыҟан, аҳәынҭқарра ду аныҟаз, ари иацыз аџьабаа ижәдыруоуп. Иаха иага ус акәзаргьы Аԥсны анҭыҵ усҟан иаҳа ирдыруан, Урыстәылоума, егьырҭ ареспубликақәа рҟноума, аԥсуа литература амшқәа, адекадақәа Москва, усҟантәи Ленинград, егьырҭ ареспубликақәа рҿы Украина инаркны иабыкәу иахьымҩаԥымсуаз. С 1957 года Нелли Тарба – член Союза писателей Абхазии. В 1985 году ей было присвоено звание заслуженного работника культуры. Она автор не только стихотворений и поэм, но и рассказов, повестей и романов, а также нескольких пьес, которые в свое время были поставлены в Абхазском государственном драматическом театре имени Самсона Чанба. Несколько сценок по мотивам ее произведений поставили и школьники. Со временем Нелли Тарба все чаще обращается к теме Родины, судьбы народа, войны и мира, трагедии махаджирства, отношения человека к природе, к добру и злу, происходящим вокруг события. وبريا غرزغوت بسنتورخ ودروزر تزح ناري تربحه التورخ ودروزر بسنتورخ شقاب خليقه خمقون بليزي جيزي جنبشي الاستاذ ويا ليتراتورا ما تسراغزم ويا ميلاد برا يربن زالك لري ليوسني تزحو كياز. Внутренний мир женщины, ее чувства и переживания стали лейтмотивом стихотворений «Ты за меня не тревожься никогда». А до уха женщина ждала ребенка, разговор матери, пишет женщина абхазка и других. На стихи Нелли Тарба написано и немало песен. На вечере памяти выступили также звезды отечественной эстрады, ансамбль «Гунда». К наиболее известным прозаическим произведениям поэтессы относятся повести Мациса «Солнце мертвых», «Девушка в черном». Значительный вклад Нелли Тарба внесла и в детскую поэзию. Наиболее популярны из них «Мишка Косолапый», «Сказка о пастухе и батале». Перу Тарба принадлежит ряд переводов произведений зарубежных авторов на абхазский язык. За большие успехи в развитии абхазской литературы Нелли Тарба удостоена почетного звания народного поэта Абхазии. Наала Кови, Наала Гухава, Абхазское телевидение. Труппа Государственного русского театра драмы имени Фазиля Искандера пополнилась двумя талантливыми артистами. Выпускники театрального института имени Бориса Щукина Ирина Делба и Руслан Жиба теперь будут играть на сцене Русдрама. С молодыми, начинающими актерами пообщалась Эсма Гуланзая. Абхазский зритель уже знаком с молодой актрисой Ириной Делба. На сцене Русдрама она выступала в роли чегемской крестьянки Камачич, а также играла темпераментную итальянку Лучетту в комедии «Кьоджинские перепалки». Года 2 назад мы последний раз играли Софичку вот в стенах этого театра. Это наш дипломный спектакль. И «Кьоджинские перепалки», которые идут периодически, довольно-таки часто. Я ее очень полюбила, эту Лучетту. И вот так как-то сложилось, пошло-поехало, случился дипломный спектакль. Мы все были рады и счастливы этому событию. А потом этот дипломный спектакль бац, и продолжил жить уже в стенах театра. Ирина – одна из выпускниц престижного театрального института имени Бориса Щукина. После окончания учебы, попробовав себя в разных жанрах театра и кино, она все же приняла решение приехать в Абхазию и продолжить карьеру на сцене Русдрама, успевшего стать для нее родным. Пробовала остаться в Москве, пробовала себя в кино, делала там какие-то маленькие шажочки. И все вот вместе. Очень такой у меня был опыт в этом году литературных вечеров. Я вот Ахматову читала очень много и часто где в Москве. Вот. А потом я подумала, посмотрела на своих друзей, которые здесь уже работали. Мне очень нравится этот театр. Я
я его люблю, чувствую себя как дома. И вот я приехала и говорю Ираклию Ревазовичу, вот я хочу. Он говорит, супер, классно, давай. Государственный русский театр драмы динамично развивается, расширяя репертуар и повышая уровень своих постановок. Кроме Ирины Делба, в труппу также зачислен еще один молодой перспективный актер Руслан Жиба, который уже успел проявить себя в 3 спектаклях Русдрама. По словам руководителя театра Ираклия Хиндба, расширение актерского состава открывает для театра новые возможности. Все больше и больше выпускаем спектакли. Вот у нас сейчас в репертуаре уже 16 названий. В новом сезоне где-то 6, даже 7 премьер. 7 премьер мы планируем. И, конечно, та труппа, которая у нас сегодня есть, это 17 человек, она, ну, скажем, не совсем соответствует тому объему задач, которые мы ставим перед театром. И поэтому мы стремимся расширить труппу, стремимся найти для этого возможности. Новых коллег-актеров очень тепло принял и коллектив театра. Артисты с интересом ждут дальнейшего сотрудничества с ними. Я узнал это вчера, очень обрадовался, потому что эти 2 человека учились со мной вместе в театральном институте имени Щукина. Я знаю этих людей с хорошей стороны и очень рад, что они пополнили нашу труппу. И, надеюсь, у них появится много работы, и мы будем вместе работать. Уже 6 декабря в Русдраме состоится литературно-музыкальный вечер, в котором Ирина Делба примет участие. Эсма Гуланзе, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение. 1 декабря Министерство здравоохранения и социального обеспечения Абхазии совместно с Республиканским кожно-венерологическим диспансером и Центром СПИД проводят акцию, посвященную Всемирному дню борьбы со СПИДом. Любой желающий сможет пройти обследование на ВИЧ, гепатиты Б, С и венерические заболевания в мобильной лаборатории, которая будет работать 1 декабря с 10 утра до 4 часов вечера на площади имени Сергея Багапш. Обследования проводятся бесплатно и конфиденциально. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Абхазии. А в пятницу, 29 ноября, с 7 до 8 утра западная часть Сухумского района и города Сухум, а также Гудаутский район останутся без света, сообщает пресс-служба РУП Черноморэнерго. В Пицунде и поселке Бзыбь подача энергии будет прекращена с 7 утра до 6 часов вечера в связи с вводом в эксплуатацию трансформатора на подстанции Бзыбь-220. И в конце выпуска традиционно о погоде. По сообщению Гидромедцентра, в Абхазии ожидается переменная облачность. Ночью туман, днем преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью плюс 5-10, днем 12-17 тепла. Температура морской воды плюс 16. На этом наш выпуск завершен. Я с вами прощаюсь. Абхазское телевидение продолжает свою работу.